Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Поддержать экономику региона власти Якутии намерены посредством декапитализации региональных финансовых институтов, институтов развития и поддержки бизнеса, Алмаз-Эргиенбанка, венчурной компании «Якутия», Фонда развития предпринимательства. В частности, глава республики Айсан Николаев уже заявил, что Алмаз-Эргиенбанк получит единовременную выплату в размере 2 миллиардов рублей. Это позволит крупнейшему финансовому институту Якутии выдавать льготные кредиты предприятиям, жизнеобеспечивающих отрасли экономики, на сумму не менее 12 миллиардов рублей. Гость студии – первый заместитель председателя правления Алмаз-Эргиенбанка Федор Наговицын. Федор Антонович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие задачи поставлены перед Алмаз-Эргиенбанком по поддержке малого и среднего бизнеса? В первую очередь нужно сказать, что сегодня единственный региональный банк на территории республики является Алмаз-Эргиенбанк. И, конечно, мы придерживаемся принципа, что местный банк для местного бизнеса. Соответственно, мы, как никто другой, заинтересован в том, чтобы местный бизнес сумел преодолеть текущую ситуацию, такое сильное давление, санкционное давление со стороны Запада, в том числе на банковскую систему, на субъекты малого предпринимательства. И, конечно, Айсан Сергеевич поставил перед нами первоочередную задачу – это поддержать бизнес. В этой связи, нужно сказать, что было принято решение о декапитализации банка на 2 миллиарда рублей. И мы, конечно, понимаем, что банки, не зря говорят, что банки – это кровеносная система всей экономики. И очень важно в данной ситуации именно поддержать и банковскую систему в том числе. Мы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы предоставить доступные финансовые услуги. Это, в первую очередь, кредитные средства для малого бизнеса. И на сегодня были разработаны региональные программы льготного кредитования. Это касаемо продуктов питания, социально значимых продуктов питания, мука, сахар, растительное масло и товаров первой необходимости. По компаниям, которые занимаются оптовой, розничной торговлей этими продуктами питания, разработана программа льготного кредитования под ставку 8% годовых на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Кроме этого, банком разработан продукт антикризисных пакетов, это по расчетно-кассовому обслуживанию в том числе. И внутри пакета мы предоставили возможность, увеличили лимит снятия наличных для индивидуальных предпринимателей, сделали бесплатным получение услуг внутри пакета. Также можем помощь оказать для торговых компаний, использующих эквайринг торговые терминалы. В частности, мы в этом году запустили дополнительную опцию для предпринимателей по торговому терминалу – это онлайн-зачисление. Если раньше это была платная услуга, то в данном случае мы услугу сделали бесплатной. И предприниматели, которые используют посттерминалы, они знают, что деньги, полученные от покупателя, они поступают на расчетный счет в лучшем случае на следующий день. А мы, соответственно, предлагаем это сделать онлайн-зачисление. Буквально в течение часа-двух денежные средства поступают на расчетный счет предпринимателя. Какие еще меры вы проработали в Алмаз-Эргиенбанке, чтобы помочь предпринимателям? Мы, кроме этого, сегодня запускаем новый продукт. Это QR-эквайринг. QR-эквайринг позволяет получать денежные средства от покупателей с помощью QR. Сегодня у нас покупатели, физические лица, граждане привыкли к тому, чтобы не иметь в наличии карты свои, соответственно, платить телефонами, а в условиях санкций со стороны международных платежных систем, в том числе невозможность использования Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, можно будет перенастроить данный процесс на платежи по QR. Данный продукт мы запустим на следующей неделе. Это позволит быстренько перестроиться под существующие изменения. И, соответственно, это будет намного экономнее для предпринимателя, для бизнеса. К примеру, ставки по QR-эквайрингу, они почти в 2 раза дешевле, чем это обычный посттерминал. Что значит онлайн-зачисление? Предприниматели, которые используют услуги эквайринга, банковского эквайринга, это торговых терминалов, знают, что
деньги, зачисленные от покупателя, поступают на их счет на следующий день. Мы в этом году запустили такую услугу, как онлайн-зачисление. Если ранее это была платная услуга, то в рамках антикризисных мер и поддержки малого бизнеса мы эту опцию предлагаем бесплатно. И, соответственно, деньги от покупателя по торговому терминалу будут поступать в течение часа-двух уже на расчетный счет предпринимателя. И это позволяет очень быстро реагировать на текущую ситуацию. Особенно это важно предприятиям торговли продуктов питания, которым нужно быстро расплачиваться, рассчитываться с поставщиками. И я думаю, что это будет востребовано для нас. В рамках комплекса мер, предложенного правительством России для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, речь идет также о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса. Как предпринимателям оформить кредитные каникулы? Правительством Российской Федерации приняты меры по поддержке малого бизнеса, в том числе и предоставление кредитных каникул. На кредитные каникулы могут надеяться юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре МСП, которые получили кредиты до 1 марта 2022 года. При этом возможность получить кредитные каникулы сохраняется у нас до 30 сентября 2022 года, и дается это на 6 месяцев с условием подпадания вида деятельности заемщика под определенные, допустим, это сельское хозяйство, это туризм, это торговля продуктами питания, ну и другие виды деятельности, которые были утверждены правительством Российской Федерации. На примере вашего банка, с какими трудностями столкнулись российские банки в условиях колоссального экономического давления против нашей страны? Банковская система России действительно приняла первым удар западных санкций. Действительно, многие сегодня это ощущают, и в первую очередь это граждане, население нашей страны. Мы сегодня не можем воспользоваться нашими деньгами за рубежом. Возникают трудности с оплатой с помощью Apple Pay, Samsung Pay. Но мы, в свою очередь, должны на местах делать максимально для того, чтобы обеспечить полный спектр услуг для граждан и бизнеса. Алмаз-Эргенбанк увеличил количество операционистов в наших офисах. Мы усилили контроль за объемом наличности в банкоматах. Ну и, соответственно, усилили и увеличили штат телефонов техподдержки. И практически работаем круглосуточно для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу банка в текущей ситуации. На ваш взгляд, что ожидает впереди банковскую сферу? Мы считаем, что и регулятором, и правительством Российской Федерации принимаются достаточные меры для того, чтобы помочь банковской системе. И это позволяет нам быстро адаптироваться к текущим изменениям. Мы на сегодня запускаем в том числе и нестандартные банковские продукты. Мы развиваем нашу программу лояльности своей, которая включает более 500 точек на территории нашего региона. Она позволяет бизнесу привлекать клиентов, использовать клиентов банка для того, чтобы предоставлять скидки, расширять свою программу лояльности. Кроме этого, мы в прошлом году запустили карту жителей Якутии, которая позволяет в том числе в синхроне с программой лояльности своей получать для жителей нашего региона скидки и использовать его как идентификатор социального статуса, будь то это многодетная семья или пенсионер. Я покажу нашу карту жителей Якутии. Данная карта позволяет для жителей, кроме использования социального статуса, получать и скидки, кэшбэки у наших партнеров по программе лояльности своей. А почему в вашем банке очень много специалистов в сфере IT? Это требование времени или ваш банк планирует расширить свою деятельность?
Нужно отдать должное Герману Оскаровичу, который все-таки всю нашу банковскую систему ведет к достаточной степени цифровизации. И на сегодня банковская система Российской Федерации входит в топ-10 по цифре. Ну и, соответственно, подстегивает нас, региональные банки, в том числе Алмаз-Эргенбанк, предоставлять качественные цифровые услуги. Скажу, что мы позапрошлом году запустили свое приложение АЭБ онлайн для физлиц и АЭБ бизнес для юридических лиц, которые были разработаны местными специалистами, айтишниками нашими. И мы считаем, что мы вносим серьезный вклад в развитие IT-отрасли и развитие IT-компетенции в нашем регионе. Да, это веяние времени, это уже то, что нужно иметь, как говорится, must-have. Федор Антонович, спасибо за информацию. Об антикризисных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкций мы поговорили с первым заместителем председателя правления Алмаз-Эргенбанка Федором Наговицыным. Оставайтесь с нами.